Добрый день, уважаемые читатели и зрители «Кактус Медиа». В пятничном прямом эфире журналист Диля Юсупова. А в гостях у меня сегодня очень интересный, я думаю, для многих человек. Хоть он и государственный служащий, но я думаю, что он для вас много интересного, что может рассказать. А говорить мы будем сегодня о прошедшей 1 июля государственной лотереи от налоговой службы. Требуй чек, выиграй приз. Многие получили подарки, выиграли подарки, но еще их не получили. О том, как прошел первый этап лотереи, какие ошибки были найдены, какие уроки извлекла для себя налоговая служба, с чем столкнулись победители. Обо всем мы будем говорить с представителем налоговой службы. Это Аморов Алибек Таласбекович, это начальник отдела внедрения механизмов стимулирования граждан и взаимодействия с банками Государственной налоговой службы. Алибек, спасибо большое за то, что приняли наше приглашение. Ну, давайте вернемся на 20 дней назад. 1 июля был разыгран финальный такой большой этап, который прошел на площади Алато. Надеюсь, вы все смотрели прямой эфир. А за несколько дней до этого были разыграны призы. Какое количество было призов разыграно и какое количество победителей? Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Диля. Первый этап лотереи, мы считаем, прошел достаточно успешно. В первые 5 дней розыгрыша мы разыграли порядка 170 призов. Каждый день? В день мы разыгрывали по 254. Да, мы все это транслировали в прямом эфире на YouTube. И 1 июля непосредственно прошел концерт сам на площади Алато. Это совпало с праздником, с Днем налоговой службы. И в связи с этим мы собрали большое количество артистов, было большое количество зрителей. Разыграли помимо еще моментальные призы для зрителей. И основные призы на площади это было 10 электромобилей и 3 путевки в Дубай. А какова основная цель розыгрышев призов? Да, вот все бегают с приложением, сканируют чеки, спрашивают чеки. Да, это как бы насколько это оказалось эффективно? Это оказалось эффективно, да. Спасибо в первую очередь это участникам лотереи, кто выиграл, кто не выиграл, участвуйте дальше. Ну, чтобы глобально объяснить, зачем все это надо налоговой службе, это в первую очередь для прозрачности бизнеса, для полноты поступлений, налоговых поступлений. Каждый фискальный чек – это гарант поступления налогов, и у предпринимателя, тем самым мы контролируем предпринимателей. Увеличились ли поступления в бюджет благодаря тому, что вот все бегают, чеки просят и сканируют? Увеличились и поступления в бюджет, и увеличились контрольные функции налоговой службы, так как в мобильном приложении Салых-чек есть функция подать жалобу в случае, если вам не выдали кассовый чек. Если вы неравнодушный гражданин, если вы патриот страны, обязательно требуйте кассовый чек, и в случае, если не дали, отправляйте жалобу. Для нас это очень важно. Поступают эти самые жалобы? Большое количество, в первом этапе порядка 7500 жалоб поступило. По ним мы их распределяем, принимаем меры по определенным. Это такие виды жалоб, как отсутствие ККМ, не выдали контрольный кассовый чек. И там занижают, некоторые предприниматели занижают сумму в контрольно-кассовом чеке. Некоторые выдают товарные чеки, которые не являются фискальными чеками, это чеки для внутреннего учета. Допустим, там в кафе, в общепитах вы видели, дают чек, перечисляют заказ, и он без QR-кода, без фискальной принадлежности. И такие жалобы поступают, по ним ведутся активные работы, и тем самым каждый участник помогает нам, и мы за это благодарим. Совместными усилиями граждане и налоговые службы будем стараться, чтобы полнота налоговых поступлений была обеспечена. Сколько было участников в первом этапе лотереи? В первом этапе лотереи было порядка 240 тысяч участников. Это 250 000 людей. Да. А сейчас увеличилось количество после первого этапа розыгрыша? Да, увеличилось. Уже 250 тысяч участников. Первый вопрос, конечно же, когда выдадут призы, но давайте сначала перейдем к анализу. Не все выигравшие получат призы. Сколько было выявлено нарушителей? По результатам первого тура было выявлено 51 нарушитель. Какого характера были нарушения с их стороны?
с их стороны были нарушения, то, что они являлись сотрудниками организации, которые сканировали чеки. Тем самым они нарушали условия лотереи и ставили не в конкурентные условия остальных всех участников, которые там честно на свою зарплату собирают чеки. Это в основном попадали аптеки, заправки и крупные сети розничной торговли, и не только, и все остальные. У них есть доступ к контрольной кассовой машине. Возможно, они не выдавали их на руки, эти чеки, как-то у себя собирали и сами же использовали. Так как в налоговой службе у нас много информации, да, и там сдаются отчеты в соцфонд, мы все проверили честно. И Диля, спасибо вам, вы были членом комиссии, вы видели, как от начала до конца все процессы проходили. И также вы видели, как мы исключали этих участников. А с какими вы нарушениями еще дополнительно сталкивались? То есть понятно, что у членов комиссии нет возможности там заглянуть в ваши базы данных, проверить какую личную информацию. Какие еще виды нарушений возможны для того, чтобы участвовать в лотерее? Вот какие-то лазейки ищут? Да, участники ищут лазейки, и это в основном злоупотребление акцией. Допустим, если я работаю кассиром, а вы мой знакомый, я чеки не выдаю на руки, как-то их собираю и потом вечером передаю вам, и вы их сканируете. Сталкиваясь с этими рисками, мы сейчас на системном уровне подняли систему, которая отслеживает эти риски и автоматически нам выдает как сигнал. Тем самым мы можем и заблокировать этого участника, направить проверку самому предпринимателю, который не контролирует своих бухгалтеров и кассиров, и там принять меры. То, что не выдали кассовый чек, это является нарушением согласно 318 статье закона о правонарушениях. И мы выдаем штрафы. Уже я сообщу то, что по результатам первого этапа мы заблокировали порядка 60, уже на втором этапе, уже на текущем этапе мы заблокировали 68 участников, которые мы считаем то, что они злоупотребляют акцией, и направили туда проверку. И по результатам мы разблокируем, но мы данные чеки, которые от одной ККМ были выбиты, мы их аннулируем в системе. Да, вот и подходим тогда к ключевому вопросу, когда будут выданы призы, потому что, я так думаю, у вас там наверняка штурмуют, да, потому что все хотят свои айфоны, ноутбуки, дайсоны и остальные призы, электромобили и путевки еще. Мы 100% выдадим призы, но, уважаемые победители, вы нас тоже поймите. Вот Диля тоже знает, победителей было утверждено 1132 человека. Кто-то живет в городе, кто-то живет в регионах, и разом их собрать очень сложно. Мы сейчас эту процедуру отрабатываем, церемонию вручения. Мы это все планомерно, в течение ближайшего времени, недели или двух, мы обязательно выдадим призы, сертификаты. Помимо каждому призу нужно оформлять гарантийные талоны, так как техника? Это техника, да, и надо оформлять гарантию. Эти тоже процедуры очень сложные, но будьте уверены, мы точно все призы выдадим победителям. Еще вопрос, получается, 51 человек не выиграет приз, да. не смогли забрать свои призы, куда они денутся? Они заблокированы? Нет, призы. Призы, вот они останутся. Телефоны, ноутбуки. Они останутся на следующий розыгрыш, который пройдет 30 декабря 2023 года, и там же будут разыгрываться квартиры. Да. Еще одно нововведение с этого этапа началось от налоговой службы. Вы стали начислять лотерейные билеты не каждый день, как это происходило в прошлом году, в первом этапе этого года, а 2 раза в неделю. С чем это связано? Это связано, чтобы как система рисков нам выдает этих участников, которые попали в этот рискоориентир, и нам нужно время какое-то, чтобы проанализировать их и принять меры. Потому что кто-то честно участвует в лотерее, свою зарплату тратит, просит фискальные чеки, ККМ-чеки и участвует. А есть кто злоупотребляет акцией. Допустим, если человек за неделю, за 2 недели отсканировал на несколько миллионов сомов, понятно, это подозрительно. Откуда источник дохода. Еще наблюдается нарушение, когда оптовые организации, которые не должны применять ККМ, они все равно применяют ККМ и выдают чеки. Допустим, человеку закупить за пару недель
несколько там, на пару миллионов сом какого-то гороха или какой-то продукции, но это возникает вопросы. Маловероятно то, что он применял их для личного пользования, приобретал точнее. Давайте напомним, кому нельзя участвовать в лотерее. Вот именно согласно правилам, которые вряд ли кто-то читает. Вы, когда регистрировались в приложении, должны были поставить галочку, прежде чем... должны были прочитать правила, прежде чем поставить галочку. Ну, зачастую все делают, что сначала ставят галочку и идут дальше. Кто не имеет права участвовать в лотерее? Разрешите, я начну, кто имеет право участвовать. Давайте так. Да, граждане Кыргызстана от 18 лет. Да, для этого нужно скачать мобильное приложение Sağlık Чек в App Store или в Play Market, зарегистрироваться там. Процедура регистрации достаточно несложная. И, пожалуйста, участвуйте. А иностранные граждане? Иностранным гражданам, к сожалению, нельзя участвовать. Уже нет? Уже нет, да. Там тоже много вопросов было. И там юридической части касалось, и в связи с этим было принято решение ограничить их участие, к сожалению. Но также просим иностранных граждан простить контрольно-кассовые чеки, вы будете помогать нашей республике. Понятно. Ну, вот получается, все граждане, и кассиры, и бухгалтера, они тоже хотят участвовать. Почему они не могут? Ну вот кассиры, бухгалтера, они не ограничены в участии. Также пусть участвуют, у них есть заработная плата, там, заработная плата их домохозяйства, какие-то там источники дохода, но контрольно-кассовые чеки, где работают бухгалтера и кассиры, ограничены в участии. Ну, то есть, условно, кассир работает в Глобусе, пусть закупается в супермаркетах Азия для того, чтобы принять участие. Вот так. Нет, ну, если он будет закупать, если у него там в месяц будет чеков там, на 10-20 тысяч сомов, это не проблема. Все это закупают. Но в связи с тем, что есть риск, у них доступ к контрольно-кассовой машине, есть доступ не выдавать эти контрольно-кассовые чеки, есть доступ, там, не знаю, как-то их собирать. Мы просим крупный бизнес, такие как автозаправочные станции АЗС, аптеки, крупные магазины, разработать процедуру утилизации этих чеков, пожалуйста. Потому что в случае чего мы можем наложить на вас штраф согласно статье. То, что есть пункт не пробития чека, а есть пункт невыдача на руки чека. И мы можем это трактовать как то, что вы не выдаете на руки чек. Есть еще такой момент при использовании контрольно-кассовых машин. Ну, условно пробили чек и совершили ошибку. Добавили лишний нолик или убрали лишний нолик. Да? Можно ли сделать возврат этого чека? И садятся ли такие чеки в приложение для участия в розыгрыше? Да, но это у нас все легко контролируется. Возвратные чеки наша система видит. И если этим я расскажу случай, не буду говорить конкретно какой субъект. Один субъект там пробил чек на 500 000 сомов. Несколько таких чеков, их зарегистрировал, но система их определила, то, что есть и возвратные чеки. У нас как бы сейчас налоговая вообще, основное направление это цифровизация, у нас все автоматизировано, и мы эти чеки легко и вплоть до участника заблокируем, и то предприятие, которое это сделает, на них будет наложен соответствующие меры. Насколько большой штраф? Штрафы согласно законодательству, это согласно налоговому режиму, там, и если там организация или индивидуальный предприниматель, там штрафы разные. Но не хотелось бы доводить до этого, в первую очередь это стимулирующая акция для населения. Просто требуйте контрольно-кассовые чеки. Такой бытовой вопрос, где активнее всего население? Вот откуда чаще всего? Статистика. Ну, соответственно, это 4 района города Бишкек, Ош, город Жалабад, где население больше, там и участников больше. Но распространение ККМ, оно по всей республике все уже поняли, что надо использовать, то есть вопросов по его использованию больше не возникает. Это не прошлогодние митинги и прочее. Мы ведем работу по распространению контрольно-кассовых машин. Территориальные налоговые органы активно ведут в этой части работу и совместными усилиями вместе с пользователями приложения Sağlık Чек, вместе с участниками лотереи и всех граждан мы просим требовать контрольно-кассовые чеки. Это очень важно для нас всех, так как поступление в бюджет это является государственный бюджет, повышение, на что мы там развиваем медицину, здравоохранение, оборону, и чтобы у госслужащих были высокие зарплаты, чтобы уровень жизни у нас в Кыргызстане повышался, чтобы там наших детей обучали учителя с качественным образованием, с большими зарплатами.
В связи с этим вот, я прошу граждан задуматься глобально и требовать контрольно-кассовый учет. Еще вопрос. Можно ли оспорить решение налогового о невыдаче призов в суде? Ну, кто хочет, попробуйте, но условия прописаны, условия утверждены Госфинадзором. Они нам давали лицензию, дали нам разрешение на проведение акции. И данный пункт о нарушении, как бы, он остается. И... Понятно. Спасибо большое, Альбек. Я напомню, что в гостях у нас был Амуров Алибек Таласбекович. Это начальник отдела внедрения механизмов стимулирования граждан и взаимодействия с банком Государственной налоговой службы. Спасибо большое. Я со своей стороны рекомендую требовать везде контрольно-кассовые чеки для того, чтобы все работали прозрачно и вот пополнялась государственная казна.